Всем привет! В эфире передача «Дом, хозяйство и село». В нашей передаче вы сможете получить исчерпывающую информацию о ведении хозяйства, разведении скота и программах, ориентированных на развитие сельского хозяйства. Наша передача посвящена всем, кто заинтересован в создании собственного подсобного или фермерского хозяйства. Всем, кто добился успеха в этом деле и готов поделиться своим опытом. Передача «Дом, хозяйство и село» предлагает самый доступный на сегодняшний день способ обратиться в Азиатский кредитный фонд. Здесь не только выделят средства, но и помогут в разработке оптимального бизнес-проекта. В народе говорят, что хлеб всему голова. И это действительно так. Хлеб является одним из самых полезных и нужных продуктов для нашего организма. Но какой именно хлеб? Об этом и многом другом мы сегодня хотим поговорить. Хлеб – это объединяющее название для группы продуктов питания, приготавливаемых путем выпечки, паровой обработки или жарки теста, состоящего как минимум из муки и воды. В большинстве случаев добавляется соль, а также используется разрыхлитель, такой как дрожжи. В некоторые сорта хлеба также добавляют специи, такие как зерна тмина, орехи, изюм, курагу и зернышки. Зернышки также служат для украшения. Хлеб – это самая древняя еда человека, из тех, что состоят из нескольких ингредиентов и требуют больших трудозатрат при приготовлении. Возможно, именно необходимость выращивать хлеб заставила человека перейти к оседлой жизни от охоты и собирательства. Задолго до того, как случайно удалось обнаружить, что из зерен и воды можно создать интересное блюдо, жители древней Месопотамии и Египта выращивали пшеницу просто для еды. Позже придумали делать тесто из раздавленных зерен с водой. Научившись молоть зерна в муку, люди вскоре открыли для себя технологию выпечки простых лепешек. Первые лепешки были из ячменя, кукурузы и пшеницы. Интересно, что в древнем и современном Китае хлеб не играет такой важной роли, как в западном обществе. Его место занимают рис и лапша. На протяжении многих веков социальный статус человека выражался в выборе сорта хлеба. Чем темнее хлеб, тем ниже положение. Это объяснялось тем, что мука высшего сорта производилась только из твердых сортов пшеницы, которую было сложно молоть. Следовательно, мельники просили за нее более высокую цену. Сегодня хлебные предпочтения сменили полярность. Темные и зерновые сорта хлеба часто ценятся выше белых, как более полезные. Я хочу печь хлеб из натуральных продуктов в домашних условиях. Расскажите, как это делать? Ежедневно в мире съедается 9 миллионов буханок хлеба. Хлеб – это исключительно ценный и полезный продукт. Он содержит в себе практически все питательные вещества, необходимые человеку, поэтому можно достаточно долго прожить на хлебе и воде без всякого ущерба для здоровья. Вот за что ценят хлеб диетологи и микробиологи. Хлеб является продуктом питания номер один. Это известно всем. Великий ученый Тимирязев сказал, что самое величайшее изобретение человеческого ума – это хлеб. Он имел в виду высокую биологическую ценность, энергетическую ценность. Хлеб очень полезен. В хлебе содержатся витамины группы В, которые необходимы для организма. Биологически активные вещества, минералы, это калий, кальций, магний, железо и так далее. Но полезность, ценность хлеба зависит от вида и сорта муки, из которой выпекается хлеб. Хлебобулочные изделия делятся на пшеничные, хлеб из пшеничной муки, хлеб из ржаной муки. Не один десяток ржаного хлеба сейчас имеется на рынке. Ржаной хлеб сам бывает и ржаной простой, улучшенный, заварной, с солодом, минский, рижский. Если перейти пшеничные сорта хлеба, бывают из высшего сорта муки, из первого сорта муки, батоны, калачи, очень большой ассортимент.
состав входит мука, соль, дрожжи, масло и можно чуть-чуть молоко. А молоко для того, чтобы оно мягко, вкусно было. И масло также добавляешь, только чтобы вкусно было. А если просто как пресное тесто получается, тогда он как резинка будет. Это считай, 3 дня она отстоится, уже не сможешь кушать. Очень вкусно получается и мягко, и хлеб дольше продерживается. Все любят сдобный, ароматный, свежий хлеб. Главным составляющим такого хлеба является дрожжи. Давайте побольше узнаем об этом важном в хлебопекарном деле продукте. Дрожжи – это микроскопические микроорганизмы, одноклеточные грибы, которые в процессе размножения выделяют углекислый газ и другие вещества, поднимающие и разрыхляющие тесто. Для выпечки используются 3 вида дрожжей – свежие, прессованные, сухие, активные и быстро растворимые, и дрожжевые закваски опары. В домашних условиях замес осуществляется вручную. В производственных условиях замес осуществляется в специальных тестомесильных машинах по определенной программе. Каждый вид хлеба имеет свою программу замеса. Наш хлеб замешивается около 8 минут. Температурные режимы и продолжительность выпечки могут быть разными в зависимости от оборудования, от печи именно. Мы выпекаем в ротационных печах около 25 минут при массе 0,4 килограмма. Выпечка хлеба в любой народной кухне – это всегда сакральное, таинственное действо, почти колдовство. Секрет приготовления хлеба бережно хранился в каждой семье и передавался из поколения в поколение. Хлеб на закваске, выпеченный в русской печи, был вкусным и ароматным. Можно сказать, что такого хлеба нет и не может быть больше нигде в мире. Чтобы испечь живой хлеб в домашних условиях, вам понадобится закваска вместо дрожжей, которую вы можете приготовить сами. Правда, процесс приготовления закваски займет у вас от 4 до 7 дней. В остальном состав настоящего домашнего хлеба не отличается от заводского. Отстоялось тесто 1,5 часа, она уже готовая. Мы должны с него уже делать кружочки. Мы вот так потихонечку делаем кружочки. Так, вот так мы делаем, берем вот такие кружочки, обваляем об муку, и она отстаивается до готовности. Полезный хлеб содержит больше необработанных зерен и не слишком много натрия. Необработанные зерна богаты не только витаминами, минералами и пищевыми волокнами. Они также содержат растительные соединения, которые способствуют снижению риска сердечных заболеваний и рака. Получаются национальные лепешки. Фактически эти лепешки называются уйгурские, но только среди уйгуров живем, мы уже научились, как его делать. И делаем так. Настоящий хлеб у нас выходит вот такой хлеб. Маленькой формы и большой формы. Существуют стандарты специальные для хлеба, для производства хлеба из ржаной, из смеси ржаной и пшеничной муки. Есть стандарты, по которым нужно производить пшеничный хлеб, по которым нужно производить зерновой хлеб, отрубной хлеб. Вот во всех стандартах именно по хлеба указывается, какая форма должна быть, какой вес должен быть, какие показатели внешние, органолептические должны быть, какая кислотность должна быть. Все транспортировка, правильное хранение, упаковка, предусматриваются буквально все параметры, которые касаются хлеба.
прежние времена белая мука использовалась в пищу только по праздникам. В обычные дни и особенно в посты хлеб выпекался из муки ржаной или пшеничной грубого помола. Пищевые волокна, во множество содержащиеся в такой муке, очищали кишечник от вредных веществ, устраняли дисбактериоз, способствовали росту в кишечнике молочно-кислых бактерий, улучшали водно-солевой обмен в кишечнике, нормализуя кровяное давление, ликвидировали запоры, улучшая опорожнение кишечника. Хлеб уникален. Он обладает довольно редким для пищевых продуктов свойством, никогда не надоедает, что позволяет включать его в рацион повседневно. Так ешьте его с пользой для здоровья. А здоровому человеку при разнообразном питании, включающем продукты как растительного, так и животного происхождения, вполне достаточно съедать примерно 300-400 грамм хлеба в день. Во сколько же нам обойдется хлеб, давайте узнаем. К выбору, потреблению хлеба нужно отнестись индивидуально с учетом особенностей каждого организма. Если смотреть хлеб из ржаной муки, в нем очень много клетчатки, да? Его, опять же, диетологи советуют ржаной хлеб в основном больные, страдающие сахарным диабетом. Есть также хлеба лечебно-профилактического назначения, это бездрожжевые, бессолевые, безбелковые, с пониженной кислотностью. Также мы можем посоветовать отрубной хлеб, где очень большое количество, где содержится большое количество клетчатки. Клетчатка – это пшеничные волокна, он очень полезен. Во-первых, клетчатка улучшает работу кишечника. Во-вторых, клетчатка является природным сорбентом, который стимулирует работу кишечника и очищается кишечник. Да? Третье достоинство клетчатки – он является пищей для ферментов, которые вырабатывают микроорганизмы у нас в организме. А теперь давайте узнаем, во сколько же обходится домашний хлеб. В магазине они стоят, маленькие лепешки по 35, большие они 80, если тем более они с маслом сделанные. Нет, выгодно дома. Почему? Потому что если я мешок на целый месяц у меня продерживается, это будет стоить 2 500. А если будешь в магазине покупать каждый день 4 булки, это уходит почти 200 тенге. Считай, за месяц 6 тысяч. Так что у нас невыгодно покупать, нам только печь. Потому что дрова у нас свои, тандыр свое. И мы постоянно его пекем, как-то в неделю раз пекем. И на месяц получается 4 раза выпечки, и все. А теперь давайте узнаем мнение казахстанцев о том, выгодно ли печь хлеб в домашних условиях. Я лично считаю, что лучше, конечно, домашний хлеб покупать, потому что этот хлеб, готовится с любовью. Достаток в ваших руках, дорогие телезрители. Наверняка каждый из вас может смело завести собственное фермерское хозяйство, иметь подворье, разводить домашних животных, выращивать культуру и иметь на столе продукты, а вместе с тем и прибыль. Азиатский кредитный фонд и передача «Дом, хозяйство и село» – это ваш путеводитель и помощник в том, чтобы вы были информированы и достаток в вашем доме приумножался. До новых встреч, дорогие друзья!